Видеодоказательства, которые рассматриваются по делу Ахтема Чийгоза, опровергают показания свидетелей обвинения и так называемых потерпевших в деле 26 февраля. Как сообщил адвокат Николай Полозов, оккупационный суд исследовал видеофайлы свидетеля Велиева и материалы крымского издания «Аргументы недели». В какой-то момент к Чубарову подходит Заур Смирнов и начинает совершать жесты руками, давать какие-то команды митингующим, то есть фактически выполнять те действия, которые обвинение приписывает Ахтему Чийгозу. Что характерно, когда камера находится на уровне человеческого роста, увидеть что-либо, что происходит за впереди стоящими людьми, абсолютно невозможно. И эти обстоятельства опровергают показания ряда потерпевших свидетелей, которые утверждали, что они в толпе за десятки метров от Чийгоза в условиях очень сильного шума могли видеть и слышать, что он делает. Возвращать ли Крым ради хороших отношений с другими странами? С таким вопросом журналисты «Радио Свобода» опросили москвичей и гостей российской столицы. С нами дружить. Желательнее с нами дружить. Ну, мне так кажется. Потому что Россия, она изначально позиционировала себя как великая держава. Я бы и Украину бы забрал все, потому что это исторически наша территория российская. Вот. Двояко, если честно, по поводу Крыма. По идее, он нахрен не нужен, извиняюсь. Потому что Крым – это Украина, Донбасс – это Украина. Какого хрена там делает Россия? Непонятно. Украина – это независимое государство, которое имеет свои границы. Россия вторглась в эти границы, а псевдореферендум провела какой-то. Это бандитизм называется, государственный. Это вся наша политика российская.